Алар бек мотор итеп төрле сүзләр әйтәләр. Әйтәләр бисәкләт сүзе бар, ташти сүзе бар. Для меня, я тоже спрашиваю, нәрсә ул ташти? Ну, ничек инде аңламыйсыңмы, ташти? Андый сүз бардыр. Татарларда бар, инде бисәкләт та бардыр. Бисәкләт — это велосипед. Актриса Камаловского театра Миляуша Шахудинова признается, что из каждого гастрольного тура, который раздвигает все границы татарского мира до бескрайнего предела, она приезжает, впитавши в себя всю мозаику разнообразных говоров и наречий. И в каждом уголке мира, где проживают татары, их язык обретает новые неповторимые черты. Но одно остается неизменным – это мелодия народной души. Зрители, они очень разные в разных. Вот в Оренбурге совершенно другой зритель. И вот это все по местности, где ты живешь, и люди, видимо, которые тебя окружают, очень влияют. Для ученых-лингвистов диалекты – это всего лишь разные варианты одного и того же языка, которые лишь используются в разных географических точках. В татарском языке в зависимости от компактного проживания народа выделяют 3 основных диалекта. Мишарский или западный диалект – это говор татар, проживающих на западных территориях. Есть цокающая и чикающая группа. Мишары говорят «пыцак» или «пычак» вместо литературного «пыщак». Вот каков говор у ульяновских мишар. Алла кушса безнеке должен бетене сечеварго. Казанский или средний диалект, на нем говорит большинство татароязычного населения. Им характерно огубливание гласных звуков. Вот так звучит средний диалект татар из Бишбулякского района Башкортостана. Восточный или сибирский диалект – это уже диалект сибирских татар, которым также характерно так называемое чиканье, и еще они заменяют звонкие согласные на глухие. Пу-кабартма вместо бу-кабартма, юхарак вместо юкарак. Но для всех диалектов и говоров татарского языка основной своеобразной базой со своими нормами и правилами остается литературный язык. Вы понимаете, если я вам скажу, жаратам скажу или яратам скажу, вам есть разница? Ну нет. Это отдельные. Да, вот, например, если уж совсем просто говорить, есть рубашка, мужская сорочка, да? Мы как только увидим его, мы понимаем, что мужская сорочка. Но у мужской сорочки есть вот с такими полосатыми рисунками есть рубашки. Есть с кармашкой, есть без кармашка, есть с короткими рукавами. То есть это различные уже украшения, это периферийные, необязательные элементы, и без наречия которого мы друг друга будем прекрасно понимать. По словам одного из ведущих специалистов татарского языкознания Олега Хисамова, татарские диалекты начали изучать еще в конце XIX века. И большую роль в этой области науки сыграли русские тюркологи. В частности, один из знаменитых языковедов и этнографов Александр Григорьевич Бессонов еще в 1881 году ввел классификацию татарских наречий. В 60-е годы прошлого столетия одними из первых в Союзе именно в Татарии ученые начали собирать материал для создания первого татарского диалектологического атласа, где были зафиксированы и задокументированы все особенности языка. Эта научная энциклопедия сегодня является главным научным инструментом для отражения любых разночтений и современных псевдонаучных дискуссий. Все споры, они, в принципе, как бы сказать, околофилологические или окололингвистические. Для нас, диалектологов, лингвистов, вопрос вообще не стоит. Потому что этот вопрос нашими учеными, и не только нашими учеными, изучен вдоль и поперек, можно сказать. Но науку, как известно, изучить может каждый. Только один с наибольшим, другой с наименьшим трудом. В 2020 году в Башкортостане прошел онлайн-диктант на северо-западном диалекте башкирского языка. Это событие, по сути, стало нонсенсом в лингвистической науке по ряду причин. Впервые в истории языкознания во время контрольного теста был использован не литературный язык, а народный говор. Как говорят ученые, диалекты не имеют своей письменности. Это их главное отличие от литературного языка, который является языком образования и просвещения. Ну и главный момент – северо-западный диалект башкирского языка – это непризнанный лингвистической наукой термин. Его точная формулировка звучит совсем иначе. Это средний диалект татарского языка.
на котором говорит 1,5 миллиона человек на востоке Татарстана и треть татарского населения, проживающего на северной и западной территориях современного Башкортостана. Когда башкиры говорят северо-западный диалект, мы подразумеваем мензелинский говор. Это мензелинский говор среднего диалекта. Он из всех татарских говоров, которые присуществуют, наиболее, не только распространен, а наиболее близок к литературному языку. А чем же апеллируют, когда говорят, что это северо-западный диалект? Они говорят, что вот у мензелинского диалекта дифтонги «ай», у нас же говорят в татарском языке «ый», а в мензелинском говоре мы используем «ай», например, «бармым», они говорят «бармаем», «аим». Понимаете, вот этот дифтонг, он присутствует и в других говорах среднего диалекта. Более того, когда мы, если прислушаемся к народным песням, мы всегда говорим, вот этот звук, он слышен в песнях. Мензелинский говор считается самым популярным среди татарских наречий. На нем говорит большая половина татарского населения. Вот на этой карте видно, все то, что отмечено зелеными точками, это и есть ареал распространения мензелинского говора среднего диалекта. Это Тукаевский, Заинский, Сармановский, Муслюмовский, Мензелинский, Ютазинский, Бугульминский районы Татарстана, а также свыше 30 районов Башкортостана. Близость этого диалекта к литературному языку настолько очевидна, что это может определить на слух даже не татарин. Ни тілде сөйләшәсез хәзер менә? Ни тілде? Башкорт телендә сөйләшәсезме? Башкортның бер диалекты телендә сөйләшәсезме? Юк, мен уйлыйм татарча сөйләшәм дип. Мин ничек башкача, мен татарча укыганда безгә не татар теле, татар әдәбияты шулай торып укып чыкты мәктәпне татар теле инде. Казаннарча Соф татарча сөйләшмәйбез бит инде. Аларның теле бигрәк тә матур инде. Анда барсаң сакланып кайтам инде мин Казан якларына барсам. Шуңа күрә безнең әзрәк кенә телебез диалектлашкан инде ул. Үзебезнең диалектыбыз бар. Төньяк көнбатыш диалекты. Ну башкортлар безне әйтмәкче булалар инде башкорт теленең төньяк көнбатыш диалекты дип. Ләкин ул башкорт теле түгел, безнең татар теле шундый диалектлы. Нет, мы, знаете, у нас наше произношение слов совпадает с казанским произношением. Татарский народ, проживающий в Башкортостане, никогда не задавался вопросом, на диалекте какого языка они говорят. Для них это родной татарский язык, который сложно именовать иначе. Такие знаменитые башкирские языковеды, тюркологи, как Ахнаф Юлдашев, Нагим Ишбулатов, Талмаз Гарипов, теоретики современного башкирского языка, не раз утверждали, что северо-западный говор – это не что иное, как один из диалектов татарского народа. И эту науку кому-то просто нужно изучить, правда, чуть с наибольшим трудом. Эльзира Юзаева, Андрей Кузьмин, Роман Безменов, 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.